Ассаламу алейкум. Бусулмал васак. Сахи коротко и буду объяснять, что я хочу сказать в этом видео. Речь пойдет об этом видео, но и об базаре, в интернете, который творится между ингушами и чеченцами. Быстренько послушайте, пару минут меня и все. Очередной раз сижу, пишу ингуши в ютубе и хочу просто посмотреть, что нового там, так как я не в Ингушетии. И каждый раз натыкаюсь на больше и больше антиингушских всяких тупых видеороликов, как, например, вот этот, так называемые историки. Коротко говоря, что тут в этом видео говорится. Писали такие чисто чеченские типы, как Гавай, Акки, Вепи, Саура и даже... Коротко говоря, они говорят, что Алгай, они пытаются, точнее, добиться того, что Алгай, типа, это армяне, то есть корни армянские, а все остальные общества, из которых состоит ингушский народ, они хотят приписать себе Нохчи. Но я не такой смелый и не такой большой историк, наверное, чтобы тыкать и говорить разным обществам, кто они такие. Я думаю, они сами скажут, кто они такие. Это, возьмем Орстхой, да. Орстхой в последнее время популярная тема, так как земли были разделены ихние. Они, к сожалению, разделяются на три группы, с мнений. Одни говорят, мы на ингушской стороне, другие на чеченской стороне, а третьи говорят, мы отдельный народ. В любом случае, они сами разберутся, и им решать, и они нам всем дадут четкую позицию в будущем, иншаллах. Что я могу сказать точно? Например, про Веппи. Веппи, Орстхой, не Орстхой, не путайте. Я знаю, откуда мои предки с гор, какие земли контролировали. Мой предок Янт, он из Эрзи, башенного комплекса. У нас там свои башни, и на равнине у нас свое село есть. Так вот, мы не Нохчи, и за нас что-то говорить не надо. И, кстати, тот, кто будет там внизу писать мне, Веппи — это акинское общество. Это чушь полная. Ну да ладно, сейчас дальше, что хотел сказать. Часть Орстхой. И теперь выпал еще один факт, подтверждающий армянское происхождение галгайцеев. Так, это всех ингушей, а именно Галгай Хахкалинцеев. Иоганн Валенберг в своей книге «Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа» в главе, где он описывает ингушей, приводит описание их танца. Цитата. «Их танец – это нечто особенное. Все зрители, сидящие в кругу, поют под звуки каких-то свирелей, волнуют флейты, подзадоривают юных танцоров проявить их силу и искусство. В то время все, кто хочет, выходит один за другим, исполняя всевозможные движения и сальто морталя. Когда все танцоры повторяют те же фортели под бурные аплодисменты собравшихся, они берутся за руки и танцуют, поют. Иногда они образуют один большой круг, который то расширяется, то сужается, затем танец заканчивается теми же прыжками, которые имели место ранее». Дальше видео смысла нету показывать. Это армянский танец. Кстати, там круги они не делают. Ну да ладно. Что я хотел про это сказать? Этот автор этого видео дальше не читает. Вот. Я нашел источник, из которого он сам проверил его. Дальше читаю. Чтобы женщины не были оставлены без подобного развлечения, стараются найти слепого музыканта во время праздника. Они с ним находятся подальше от мужчин и развлекаются, не нарушая обычаи, которые запрещают им показывать себя чужаками. Вот. Так вот, по поводу этого описания. Вот давайте честно, уберите ингуши в этом тексте и прочитайте это описание. Создают круг, тра-ля-ля, танцуют. Это описание можно, в общем, многим народам, многим танцам приписать. То есть ничего такого в этом описании нету.
Ну там как я понял, они хотят показать вот это армянский танец, где женщины и мужчины между собой, руки держат и танцуют. И вот это описание, опять-таки, это описание многим танцам подходит, если так взять его. Так вот, по поводу танца я под видео, иншаллах, скину ссылку, где в те же года примерно описывают этот ингушский танец немножко по-другому, от другого автора, где он пишет, что это мужской танец, не присутствуют женщины, создают круг. А как, знаете, создают? Вот посмотрите на ансамбль Ингушетии и так далее. Там бывают какие-то моменты, где они руки ложат друг на друга, то есть больше на плечо, на плечи, и создают такой круг. И в круг заходит каждый раз по очереди и показывают свои навыки. Я не знаю, с кинжалами даже видел танец, очень интересный. Вот такие танцы есть. Ну вот, вы понимаете, вот метод их никакой, что они пытаются тут натворить. В любом случае, Аллах борца болуш, пусобнах долуш, дағыл тве, грязь веникы, дайги далши әнділі.